Знакомство с республикой и развитие сотрудничества. В Ингушетию прибыла делегация посольства Швейцарии. Я сначала думал, что русский язык будет гораздо сложнее, но он оказался довольно простым. Здесь помогут только знания. Тысячи ингушских выпускников сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Классик, произведения которого будут жить вечно. В республике прошли пушкинские чтения. Продавцам невыгодно повышать свою продукцию, цены на продукцию, если у них арендная плата будет высокая. Мархаш все ближе. Мониторинг цен на товары продолжается. По торговым точкам Сунжи прошел рейд. Сборник по материалам конференции, он намного больше по сравнению с материалами конференции профессорско-преподавательского состава. Молодые исследователи в поиске. В НГУ прошла региональная научно-практическая конференция. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Сегодня с рабочим визитом в республику прибыла делегация швейцарских предпринимателей во главе с послом в России Ивом Россия, с которым в Магасе состоялась протокольная встреча главы Ингушетии. В делегацию также вошли начальник подразделения «Человеческая безопасность» МИД Швейцарии Хайди Грау и старший советник посольства Швейцарии в России Дагатея Кольде. Принимающую сторону вместе с руководителем региона представили главный федеральный инспектор Рашид Ашноков и сенатор Билан Хамчиев. Юнузбек Евкуров отметил, что республика заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Швейцарией. Глава кратко рассказал послу о регионе и предложил ряд проектов для совместной реализации. К примеру, провести в Швейцарии Дни культуры Ингушетии, которые позволят жителям Швейцарии почувствовать душу и характер ингушского народа. Юнузбек Евкуров также отметил, что республика обладает значительным инвестпотенциалом. За последние годы в республике реализован целый ряд инвестпроектов, в том числе с участием иностранных инвесторов. Посол Швейцарии поблагодарил Юнузбека Евкурова за теплый прием и уточнил, что в республике в настоящее время находится еще одна группа из Швейцарии, которая представляет бизнес-сообщество. По словам Ива Россия, более предметным диалог будет во второй части программы визита, где предприниматели с обеих сторон смогут озвучить свои предложения и определить из них те, которые представят наибольший интерес. Для почетных гостей была организована насыщенная познавательная программа с посещением главных достопримечательностей региона. Ну а началась экскурсия с мемориального комплекса событий осени 92-го в Назране. Здесь они встретились с рабочей группой комитета по поиску без вести пропавших. Также гости посетили мемориал памяти и славы. Рина Тичева расскажет подробнее. Очень рады, что вы приехали и что вы так внимательно относились к нашему народу. Гостям на ингушской земле всегда рады, поэтому швейцарского посла приветствуют старейшины. Знакомство с Ингушетией для Евросия начинается с мемориала событий осени 92-го года, построенный по инициативе главы Ингушетии в 2012 году. Здесь установлены мраморные плиты, на которых высечены имена погибших и без вести пропавших в тех событиях. Представители комитета содействия поиску без вести пропавших рассказали послу Швейцарии и в России, какая работа ведется в этом направлении и какие результаты уже достигнуты. Мемориал, он в России один-единственный такого рода. Построил его Евкуров. Наш глава республики. Глава республики. Именно для того, чтобы сюда приходили люди, могли помолиться. Родственники тех пропавших людей, которые могут пойти получить информацию о текущих делах. Вспомнить, увидеться друг с другом, обменяться информацией, что на сегодняшний день. Мы позже к этому придем, уже выдаются генетические паспорта.
На мемориале событий осени 92 года швейцарская делегация первым делом почтила память погибших, а их около 400 человек. Каждый год в день траурных мероприятий жители республики приходят на мемориал, чтобы прочитать дуа и вновь вспомнить тех, кого с нами нет. Здесь во дворе построена мечеть, молельный дом и символические сооружения. Собравшимся здесь родственникам вручают генетические паспорта, документы, в которых внесена информация об анализах ДНК их родственников. По общей базе данных у человека есть генетический паспорт, и мы быстро имеем возможность свериться, чьи останки найдены, если такие. Даже в случае какой-то трагедии, каких-то несчастных случаев. Нельзя забывать историю, закрывать книгу, не разобравшись. Господин посол достаточно хорошо знал аналогичные проблемы и заверил наших людей, родственники, чьих мы до сих пор не можем найти, что они со своей стороны приложат также максимум усилий, всемирную поддержку для того, чтобы вот эта вот боль людская, которая уже больше четверти века длится, помочь им найти своих родственников, помочь им успокоить себя и обрести покой. Проникшись историей ингушского народа, делегация Швейцарии продолжает экскурсии по достопримечательностям республики. Следующим объектом стал мемориал памяти и славы в Насыркоте. Здесь им рассказали, как Ингушетия дала клятву верности российскому государству. В далеком 1770 году, во времена, когда на престоле Российской империи стояла Екатерина II. Но надо сказать, что попытки налаживания двусторонних отношений были еще задолго до этого момента, когда они окончательно сформировались в тот момент, когда ингуши стали частью Российской империи. Здесь делегация возложила цветы к вечному огню. Красные гвоздики – символ памяти и победы. Экскурсия по мемориальному комплексу для гостей проводится не случайно, ведь здесь сосредоточена вся история ингушского народа. И, как признается посол, в армии он был танкистом, поэтому пройти мимо военной техники не удалось. Следующая остановка – вагон «Теплушка». Посол и в России вместе с делегацией изучает каждую деталь. Вот отчеты, телеграммы Берии, который периодически отсылал, отчитывался Сталину, как проходит, что без эксцессов. Все, организация. Да. Он руководил как раз этой операцией, которая называлась «Чечевица». Посол отметил, что комплекс по праву является гордостью ингушского народа, ведь историю никогда нельзя забывать. Жертвы сталинской репрессии, Чернобыля и Второй мировой войны. What I'm asking myself is how you can deal with such a heavy, extremely heavy past. Я задаюсь вопросом, как вы вообще прожили такое тяжелое, как вы прошли такое тяжелое прошлое? You know, we had a civil war. We had a civil war in Switzerland. У них тоже была Вторая мировая в Швейцарии. 150 years ago. В завершении встречи делегация отправилась на конференцию в НИИ имени Чаха Ахриева, чтобы подвести итог увиденного сегодня. Руководитель Миннатса Республики Муслим Яндиев поблагодарил участников за проявленный интерес к нашей республике. Впереди у делегации еще знакомство с красотами Ингушетии и с ее экономическим потенциалом. Лида Цычоева, Адам Далаков. Новости 24. Для бизнес-делегации из Швейцарии сегодня в Ингушетии была также проведена масштабная экскурсия, в ходе которой их познакомили не только с достопримечательностями, но и с промышленным потенциалом республики. Подробности в сюжете Хади Добриевой. Визит гостей из Швейцарии начался со знакомства со столицей республики Магасом. Экскурсию по городу для гостей провел лично мэр и рассказал о современной инфраструктуре столицы и похвастался перед гостями новыми технологиями, которых нет даже в Швейцарии. Достопримечательность Магаса «Башня Согласия» стала объектом восхищения швейцарцев. Им рассказали о ее значении для ингушского народа и о том, какие планы относительно башни есть у администрации. К примеру, здесь в будущем планируют создать этнический музей, который, как надеется мэр города, войдет в книгу рекордов Гиннесса. Эти стены, они будут полезными. То есть это будет живой музей, скажем так. То есть человек поднимается, смотрит, изучает историю. Еще одну не менее важную для региона достопримечательность делегация также посетила. Мемориал памяти и славы не оставил равнодушным ни одного из гостей. Для них даже провели экскурсию и рассказали об уникальности каждого памятника и об истории ингушского народа. Это, наверное, одно из самых ярких впечатлений вот за сегодняшний день. Это очень интересно
интересная история, и я обязательно хотел бы приехать еще раз, когда тоже будет в Башне Согласия уже создан этнический музей, и его обязательно посетить. После культурного просвещения делегацию познакомили с некоторыми промышленными объектами региона. Так, вниманию гостей представили завод алюминиевых профилей мощностью 6600 тонн в год. Здесь круглосуточно трудится около 50 рабочих, изготавливая алюминиевые профили под любой заказ. Продукция поставляется в центральные регионы России. В данном случае происходит подача заготовки в печь нагрева. Алюминиевый столб нагревается до температуры пластичности. В среднем у нас она получается 420-450 градусов. Тогда алюминий становится пластичным, и будет его возможность продавливания через фильеру, через маточный комплект. Бизнес-делегация из Швейцарии побывала и на заводе минеральных вод «Очелуки». Директор показал продукцию предприятия, рассказал об истории завода и о технологии производства. Очередной объект, который посетили гости – завод алюминиевых радиаторов. Они прошлись по предприятию, ознакомились с принципами производства радиаторов, поделились своим опытом в этом направлении. Бизнес-делегацию впечатлила производительность завода. Интересно было, во-первых, сегодня увидеть эти объекты. Интересно то, что регион дает этим объектам. Мы сегодня услышали, что предоставляется инфраструктура, предоставляются все условия для развития реального сектора. Это очень важно стратегически для региона. И тоже обратили внимание на то, что то оборудование, которое используется, это самое современное европейское оборудование, соответствующее мировым стандартам. Причем это касается и производства алюминиевых профилей, это касается и вот того производства, где мы сейчас находимся, конечно, и металлообработка, и гальваническая, и лакокрасочная. Все оборудование действительно самого высшего уровня. И даже на производстве минеральной воды мы тоже обратили внимание, КХС, то есть линия розлива, также соответствует самым высоким требованиям. Далее по маршруту гости посетили прудное хозяйство КФХ «Нестеровское», где директор предприятия поделился секретом разведения рыб. Это чистая вода, уверен Руслан Булгучев. КФХ заработала относительно недавно, и производство здесь пока не очень большое. Разводят лишь 4 вида. Но на этом останавливаться они не собираются. В данном этапе мы покупаем малька карпа, толстолобика, белого амура, форели. Вот, и запускаем в пруд, кормим, растим, ухаживаем. Через год, полтора-два, когда рыба подрастет, мы ее продаем, сами едим. В общем, пока так, а в дальнейшем планируем развивать и своего создавать потом малька, чтобы не покупать. То есть у нас уже цех, вы видели цех внизу. Там же мы осетра выращиваем, планируем развивать осетровое направление, чтобы делать икру и так далее. Поскольку сегодня Ингушетия делает ставку на агропромышленный комплекс, то следующей точкой в экскурсии стал сад-гигант. Здесь к гостям присоединился и глава региона. Делегация ознакомилась с технологией производства фруктов и ягод, которые активно экспортируются за пределы региона. Моют яблоко для того, чтобы снять Уже после экскурсии представители бизнес-делегации продемонстрировали свои проекты и предложения по сотрудничеству с Ингушетией, главе региона Юнусбеку Евкурову и предпринимателям республики. Алексей Катык, руководитель компании SGS «Транзитнет», которая занимается таможенным обеспечением транзита. «Транзитнет» позволяет оформить, а также получить финансовые гарантии о погашении задолженности перед таможней онлайн. Алексей Катык уверен, что сотрудничество с Ингушетией будет выгодно как республике, так и их компаний. Никогда у нас не было активной деятельности на территории Ингушетии. И сегодня, в связи с тем, что наша деятельность развивается, и мы имеем новые проекты по транзиту грузов между Россией и Грузией, то мы решили поучаствовать в миссии Швейцарской конфедерации с тем, чтобы ознакомиться с экономическим потенциалом вашей республики, ну и предложить вашему частному бизнесу, а также представителям руководства республики те продукты, которые ЖЭС имеет и развивает уже более 30 лет. Следующая презентация компании «Кубаро», которая занимается производством деревянных конструкторов. Их продукция была использована на чемпионате рабочих профессий World Skills Junior. Юнусбек Евкуров отметил, что сотрудничество с компанией для республики станет выгодным. Также глава республики внес и свое предложение о сотрудничестве со Швейцарией, но уже в медицинской сфере. А именно возможности стажировки ингушских врачей в Швейцарии. Практикующих врачей.
терапевты, хирурги, то есть где узкие специализации, в том числе стоматологов, мы бы вот это как раз первый хороший мостик получил обменом и приглашать оттуда специалистов для консультации, для работы в Ингушетии. Швейцарская делегация заинтересовалась предложением главы республики. Также гости выразили свой интерес в сотрудничестве и обмене опытом с Ингушетией в сфере экологии, в частности, переработки мусора. По итогам поездки мы провели совещание. И что важно, это договорились о том, что в ближайшее время, буквально месяц-два, мы проведем презентацию нашего инвестиционного потенциала в посольстве Швейцарии в Москве, куда мы заранее, то есть мы подадим заранее проекты, которые мы хотели бы презентовать. Они под эти проекты пригласят своих бизнесменов, инвесторов, которым интересны эти проекты. И, соответственно, мы проведем там презентацию, уже напрямую услышим друг друга. Далее гостей ознакомили с культурным потенциалом региона и пригласили на предстоящий пресс-тур, организованный Комитетом туризма, который состоится уже в октябре. По итогам визита все предложения, озвученные на рабочей встрече, будут дорабатываться и, возможно, лягут в основу дальнейшего сотрудничества, уже закрепленного документально. Хади Добрива, Амина Бокова, Лейла Гайсанова, Новости 24. В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудники Комитета Республики по экологии и природным ресурсам за 5 месяцев текущего года провели более 180 проверок и выявили более 200 нарушений требований природоохранного законодательства на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Об этом на встрече с Юнусбеком Евкуровым доложил председатель комитета Магомед Бабхоев. По его словам, с начала года основной акцент в работе ведомства был сделан на оборот отходов и загрязнение водных объектов. Бабхоев также сообщил, что комитетом в этом году существенно активизирована работа по выявлению и пресечению незаконной добычи полезных ископаемых. Коснулся главный эколог республики и темы обращения с отходами. Работа по всем направлениям нами усилена. Надзор по основным нашим проблемам – это отходы, оборот отходов и загрязнение водных объектов. По этим направлениям сделан акцент. И в ежедневном режиме налажены рейдовые мероприятия, даже вне каких-то плановых проверок. Налажено взаимодействие с общественностью. Очень большой план мероприятий у нас по пропаганде бережного отношения к природе на этот год. Здесь у нас в прошлом году, в год экологии, там один план был по 50 мероприятий. В этом году у нас целых 3 плана целенаправленных и по посадке деревьев, и по экологическим урокам, акциям всевозможным, и по раздельному сбору отходов. Такая работа ведется. Что касается программных мероприятий, вот те 19 свалок у нас сельских, они законсервированы, тем не менее там некоторые администрации все-таки периодически продолжают их эксплуатацию. Вот по этим свалкам мы готовим заявку на включение в федеральный реестр объектов накопленного ущерба. По 2 свалкам, Назрановской, Сунзенской, у нас подготовлена проектная документация, уже зарегистрирована в федеральном центре. По ним обещают нам на следующий год эти объекты профинансировать. И в том числе со следующего года начинается реализация мероприятий из фонда экологического сбора. Туда мы тоже подали заявку на строительство завода по сортировке отходов. 2000 ингушских выпускников сдавали сегодня ЕГЭ по русскому языку. Экзамен принимали в 9 пунктах. На задание отвели 3,5 часа. В аудиториях камеры, у участников с собой только знания. Как сдавали выпускной и одновременно вступительный экзамен в 11-й школе Насыркорта, расскажет Жаридат Халухоева. Если бы камера могла передать атмосферу последние минуты до старта одного из 2 основных выпускных экзаменов. Этой ночью многие спали всего пару часов, вспоминали все, что проходили за 11 лет обучения. Времени, чтобы осилить всю программу, было не так много. Правда, больше выпускники переживают за сочинение. Но только не Назир Муталиев, выпускник, уверен, если усердно заниматься, то проблем возникнуть не должно. К экзамену я начал готовиться еще с сентября. Ходил я почти каждый день.
Но я сначала думал, что русский язык будет гораздо сложнее. Но он оказался довольно простым. Если вы будете нормально заниматься и учить правила, правила обязательно не нужно учить. Если вы будете хотя бы читать книги, чтобы повысить свой словарный запас, то вам не покажется трудным этот экзамен. Как звали главного героя в «Трех товарищах», какие предложения называются сложно сочиненными и только ли с глаголами не пишется раздельно. Эти правила, как признается Микаил Байсагуров, он знает наизусть. К экзамену, результаты которого буквально определят его жизнь на ближайшие несколько лет, готовился усердно, даже занимался с репетитором. Микаил планирует поступить на юридический факультет и сегодня рассчитывает только на высокий балл. Я рассчитываю примерно 75, вот так. В принципе, все задания несложные, все они составлены на базе учебы, учебных занятий, но я заострил внимание на сочинении. Оно показалось мне более сложным. Рассчитывать выпускникам приходится только на свои знания. Еще перед входом телефоны забирают. Далее всех экзаменующихся проверяют металлодетектором. И даже если удастся пронести гаджет, в помещениях работают так называемые глушилки, чтобы не было соблазна нарушить правила. Организаторы также усилили борьбу со списыванием. За экзаменом следят сотни наблюдателей. Еще больше процесс контролируют дистанционно через интернет. Веб-камеры установлены во всех аудиториях, где сдают ЕГЭ. Все 13 аудиторий у нас под наблюдением. Присутствуют общественные наблюдатели, уже с утра подъехали, 3 члена ГЭК. Вы видели, они сейчас проверяют идентификацию участников. Тот контроль, который сейчас проводится в аудиториях, он не мешает никаким образом участникам. То есть, когда бывают разговоры, что они под каким-то гнетом находятся, это неправда, потому что они приходят в аудиторию, камера находится вообще под потолком, они ее практически и не видят. И если участник не нарушает, в течение экзамена ни один человек к нему не подходит и никаких замечаний он не получает. Главное, чтобы он сам не нарушил. Экзамен по русскому обязателен для всех выпускников школ. В случае провала несостоявшимся студентам придется пересдать ЕГЭ уже осенью. Выпускной и одновременно вступительный экзамен на этом пункте сдают сегодня 202 человека. Вместе с ними это испытание, можно сказать, проходят и их родители. Они хоть сами не сидят за экзаменационной партой, но волнуются не меньше детей. Готовить земляцию, это, я думаю, мне кажется, недостаточно, потому что можно было и больше готовиться. Что в меру возможностей готовить сидят, ход покажет, экзамен покажет. На экзамен ложится внучка, ВИЕК, сдает 3-й экзамен, 5-й школе, 10-й. Что моральную поддержку Ну а насколько успешным стал еще один шаг на пути к студенчеству, сегодняшние выпускники узнают уже через 2 недели. Результаты ЕГЭ по русскому языку объявят не позднее 15 июня. Жарадат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня в России наравне с Днем русского языка отмечают день рождения великого классика Александра Пушкина. Он родился ровно 219 лет назад, в 1799 году. Автор произведений «Капитанская дочь», Евгений Онегин, «Медный всадник» и многих других. А его стихи знает каждый ребенок, ведь творчество Пушкина изучают с малых лет в школах. В день рождения писателя в Национальной библиотеке имени Джамалдина Яндиева прошли пушкинские чтения. Подробности у Залины Магушковой. Долго песенки поет, да, орешки тебе. 7-летний Ахмед Хайхароев только перешел во 2 класс, а уже знаком с творчеством Александра Пушкина. Он прочитал небольшой отрывок из сказки о царе Салтане, где говорится о чудесной белочке, которая грызет золотые орехи. К этому микрофону может подойти любой поклонник творчества Александра Сергеевича и зачитать любимое стихотворение. Популярнее всего оказались стихи «Ветер, ветер, ты могуч» и «Няня». Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Акция открытого микрофона организована Национальной библиотекой имени Джамалдина Яндиева ко дню рождения Пушкина. 219 лет назад, 6 июня, появился на свет великий классик. Организаторы решили провести пушкинские чтения на свежем воздухе. Из душных стен библиотеки переместились в Центральный парк Сунжи. Подошли к этому
на мой взгляд, очень творческий, потому что мы вышли, во-первых, сделали внестационарное мероприятие, во-вторых, мы решили поговорить именно с детьми. А, как мы знаем, творчество Пушкина, оно очень богато сказками, детскими стихотворениями, и школьная программа очень насыщена, обогащена его произведениями. Поэтому сегодня мы общались с детьми, и очень важно во время такого общения это соблюдать принцип равный равному, не говорить с детьми с высоты птичьего полета. Ты все знаешь, дети ничего не знают. Сегодня у нас диалог состоялся. Мероприятие включало не только чтение стихотворений. Здесь представлена выставка книг с произведениями Пушкина. Их можно взять и почитать под тенью деревьев. Ведь этот парк временно превратился в библиотеку. Кроме того, дети смогли проверить свои знания в викторине. Вопросы прежде всего касались фактов из пушкинских сказок. Кого, как ты поймал, старик неводом? Золотую рыбку. И что старуха хотела, чтобы старик взял с рыбки? С самого начала. Что он от нее? Здесь много говорили и о самой личности Александра Сергеевича, о том, где родился, где учился. Интересные факты из личной жизни русского классика можно было узнать из биографической презентации или на информационных открытках. На веревке прищепками зафиксированы открытки с познавательными фактами о Пушкине. Например, вот на этой открытке сказано о том, что первый памятник Пушкину был открыт на родине поэта в 1880 году. На обороте как раз-таки изображен тот самый памятник. Национальная библиотека к пушкинским чтениям подготовила небольшие сувениры для своих посетителей. Это свертки со стихотворениями Пушкина. Их раздали всем участникам акции. Это позволило ребятам намного ближе познакомиться с творчеством писателя и узнать для себя его произведения. Мне попалось стихотворение «Буря». Ты видел Еву на скале в одежде белой над волнами. Одновременно прошла постоянная акция Национальной библиотеки +1. Суть ее заключается в том, что на плакате желающие оставляют свои пожелания или автографы, тем самым причисляя себя к читающему сообществу. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Также пушкинские чтения прошли и в Магасе. В рамках акции «Свободного микрофона» стихотворения русского классика читали актеры Русского государственного музыкально-драматического театра. Также организаторы коснулись темы «Пушкин и Коран». Писатель много произведений посвятил исламу, священные книги мусульман, пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Всевышнего, а также женам пророка. «О жены чистые пророка, от всех вы жен отличены. Страшна для вас и тень порока под сладкой сенью тишины. Живите скромно, вам пристало безбрачной девы покрывало. Храните верные сердца, для них законных и стыдливых, да взор лукавый нечестивых не узрит вашего лица». Возможность выразить любовь к творчеству Александра Сергеевича не упустила и молодежь. Школьники и воспитанники творческих школ выбрали для выступления самые любимые произведения классика. Такие акции прививают любовь к красивому и богатому языку, воспитывают в подрастающем поколении чувство вкуса и культуру. Я подготовила стих Александра Сергеевича Пушкина «Ангел». Он мне очень понравился, я его прочитала и сразу поняла, вот буду я его рассказывать. В дверях Эдема ангел нежный, головой проникшую сиял, а демон, мрачный и беспечный, над адской бездною летал. Я готовила это стихотворение со своей мамой, называется «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Сейчас прервемся на короткую рекламу и далее в выпуске. Мархаш все ближе, мониторинг цен на товары продолжается. По торговым точкам Сунжа прошел рейд. Молодые исследователи в поиске. В НГУ прошла региональная научно-практическая конференция.
Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. В преддверии праздника Разговения Мархаш рынки, магазины и торговые точки оказываются под пристальным вниманием проверяющих органов. Для недопущения роста цен и реализации просроченной продукции Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором регулярно проводят проверки. На этот раз рейд прошел в Сунже. Подробности у нашего корреспондента. Первым делом комиссия из сотрудников Минэкономразвития, Роспотребнадзора и местной администрации направляется в магазины и мини-маркеты, расположившиеся вдоль торговых рядов в Сунже. Группа проверяющих внимательно рассматривает ценники на упаковках. Вот масла, вот 49 рублей получаем, например, 50 рублей продаю. Вот это... Но цены у вас, я вижу, что ниже рыночного. Да, намного. Мамлуковская 58 получаем, 60 продаем. Заметного повышения стоимости продуктов в этом магазине нет, как, собственно говоря, и в других торговых точках. В этом лично убедились проверяющие, которые далее направились вглубь торговых рядов. Картофель, лук, капуста и свекла. Цены на мясо здесь тоже прежние. Говядина стоит 280 рублей, а баранина 300. Место дихай бежим. Сырые. Почем? 280. Ранее местные власти уже фиксировали среднюю стоимость овощей, фруктов и других продуктов питания на этом рынке. Ценовая политика в преддверии праздников, по словам проверяющих, не изменилась, а вот покупатели с мнением контролеров не согласны. Вы пойдите, спросите, 80 рублей морковка стоит. Какой ужас. Все очень дорого. Больше просят. Но они же хозяины, вот. Как хотят, так и торгуют. Цены на одни и те же продукты здесь действительно варьируются. К примеру, крупные розовые помидоры у этого предпринимателя стоят 100 рублей, а те, что поменьше, 90. А вот продавец напротив предлагает покупателю томат за 90 и 70 рублей. На вопрос, почему стоимость овощей одного и того же сорта отличается друг от друга, предприниматели перечисляют ряд причин. Транспортные это тоже есть, расходы тоже есть. Потом, посмотря мы, какую цену там берем, но 3 рубля вот так добавляем. Помимо транспортных расходов есть еще какие-то причины, по которым добавляются? Еще за место платят, конечно. Просто так не стоишь здесь. И хотя предприниматели оценивают свою продукцию по-разному, привычные всем цены в преддверии праздников не меняются. Впрочем, предпочтения и покупатели, и продавцы все же отдают местной продукции. Из ингушских овощей среди торговых рядов Сунжи можно увидеть разве что огурцы. Чуть позже обещают заполнить прилавки и помидорами. А пока любителей молочной продукции привлекают отменным качеством и приятными ценами на сыр, сметану и куриные яйца. 32% калорийность, а 28 يوم عادل شنقيك إزجا يوم وير بيلكيج دقاي أخر حنا ده ويفوق نماشتي فوق عادل شل вообще яц дуже чамн шите пада. Подорожают ли овощи и фрукты во время предпраздничного ажиотажа, сказать трудно. Желающих заработать может вовсе и не быть. Тем не менее, Министерство экономического развития Ингушетии с учетом многолетнего опыта решило использовать новые рычаги воздействия на тех, кто желает пополнить карман в священный месяц. Вот руководители рынков, я не знаю, как они это будут делать, делают ли. Они хотели, сказали, по крайней мере, если повысить цены, они повысят им арендную плату в 3 раза. И, соответственно, продавцам невыгодно повышать свою продукцию, цены на продукцию, если у них арендная плата будет высокая. Произведет ли этот метод борьбы с повышением цен нужный эффект на предпринимателей, станет ясно уже через неделю. Вплоть до начала праздников подобные проверки будут повторяться систематически. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Рамадан – время добрых дел. Представители постпредства Ингушетии в Москве совместно с членами волонтерского клуба посетили пациентов из региона, которые проходят лечение в клиниках столицы. Акция прошла при поддержке заместителя председателя правительства Ингушетии, постпреда Алихана Тичоева. Ее приурочили к 26-летию республики. Активисты посетили 3 медучреждения: НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, Институт педиатрии имени академика Вельтищева и Центра патологии речи и нейрореабилитации. Каждый из пациентов был очень рад такому вниманию, ну а организаторы выразили надежду на их скорейшее выздоровление.
конечно, очень приятное внимание и помощь. Это безусловно. Сегодня мы с ребятами из волонтерского клуба при постоянном представительстве Республики Ингушетия решили навестить наших земляков, которые находятся на лечении в Москве. Тем более в священный месяц Рамадан это не столько какая-то благотворительная акция, которую мы проводим регулярно, это больше такой жест. Мы хотим показать, что те ребята, студенты, те, кто учится, работает в городе Москва, мы всегда готовы прийти на помощь. Мы рядом, мы есть. Просим вас. Не обошли вниманием в постпредстве и видных ингушских деятелей, которые проживают в Москве. Старейшины, деятели культуры, религиозные деятели и политики, стоявшие у истоков становления ингушской государственности, удостоились подарков и поздравлений. В частности, поздравили государственного и общественного деятеля, генерал-полковника таможенной службы Сергея Бекова, президента организации «Ингушская национально-культурная автономия» Весенгирея Гагиева, религиозного деятеля Ахмеда Албакова, кинорежиссера Суламбека Мамилова, поэта и журналиста Гапура Бокова, а также предпринимателя Аслана Мальсагова. Слава Богу, что у нас эта республика есть, что она состоялась. И наша задача ее беречь для того, чтобы она процветала, чтобы она именно мы-то уже, считаю, немножко отработанный материал, скажем так, продолжать вам ее вручают. Вот вы сегодня делаете благое дело, хорошее дело. Но я думаю, теперь вы все это воспринимаете правильно и будете достойными. Постпредство заботится о своих ветеранах. Да, قابل ساعة دوتشن. يرحي تاشني حين شني قابل ساعة دخداخدش. ديقول قدير والله ديقول قدير بين أخمسين لوديش نبوسل ناخم. ديكخيت شو إيش دولش ديكخيت. В Ингушском государственном университете прошла 9-я региональная научно-практическая конференция «Молодые исследователи в поиске». В работе конференции, которая включала пленарное и 6 секционных заседаний, приняли участие студенты, аспиранты, молодые ученые, не только ингушские, но и из других регионов, всего около 150 человек. Участники обменялись опытом и поделились своими научными достижениями. Мадина Пугоева продолжит. Целью данной работы являлось исследовать фотопроводимость и механизмы рекомбинации легированных бором пленок ACH. Юные исследователи в поиске знаний 10-я региональная научно-практическая конференция объединила около 150 студентов, аспирантов и молодых ученых, готовых делиться друг с другом своими достижениями в области науки. В числе самых популярных среди участников секции физики и математики. И хотя точные науки требуют системного мышления, творческий подход авторов презентации произвел на организаторов неизгладимое впечатление. Наша секция физики и математики, мы, естественно, математики-теоретики, а физики более практики. И вот сейчас, услышав о том, какие эксперименты можно провести, какие результаты можно получить, мы, математики, все-таки удивились и с таким действительно искренним интересом выслушали доклады физиков. Видя энтузиазм и целеустремленность участников конференции, Фира Кадзуева вспоминает свои студенческие годы. Пару лет назад она также сидела на парах, точно так же проводила свободное от учебы время в читальном зале библиотеки. И хотя в век высоких технологий самым доступным и востребованным источником информации стал интернет, черпать знания из кладовой печатных изданий решила и Малика Бекботова. Происхождение французских и русских фамилий она исследовала на примере романа «Война и мир» и произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Там есть автор, там есть герой, у него фамилия Пуассон. Это переводится как «рыба». Вот. Бывает фамилии в разных книгах, в разных этих романах, также «Война и мир». Вот когда я читала «Война и мир», тоже очень заинтересовали эти вопросы. Пока филологи дискутируют на тему языковой особенности народов мира, будущие врачи делятся итогами углубленного изучения медицины. Свое исследование Лейла Чербижева провела на базе Республиканского центра фтизиопульмонологии и кафедры акушерства и гинекологии ИНГУ. Так как туберкулез, он имеет за собой последствия и очень сильно влияет на репродуктивную функцию женщин. То есть у большинства процентов женщин, которых мы исследовали, было протекание генитального туберкулеза, то есть скрыто, так как прижизненная диагностика не превышает 6,5%.
Общественные дисциплины, экономика, химия и биология. Всего 6 секций для презентации научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых. Организаторы отмечают, количество участников с каждым годом только растет. Я даже замечание сделала профессорско-преподавательскому составу. Студенты более активные даже. И сборник по материалам конференции, он намного больше по сравнению с материалами конференции профессорско-преподавательского состава. Настолько высока активность. Работу молодых исследователей ежегодно публикуют в сборниках материалов конференции, а потому помимо взаимного обмена опытом, участники конференции смогут поделиться своими научными достижениями с более широкой читательской аудиторией. К тому же это станет дополнительным плюсом при защите диссертации. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Как защитить молодое поколение от пагубного влияния идеологии экстремизма и терроризма и как привить духовно-нравственное патриотическое воспитание молодежи? Такие важные и актуальные в наше время вопросы обсуждали сегодня на встрече с работниками Центральной больницы города Малгобек представители районной антитеррористической комиссии. Профилактическая беседа организована по поручению главы республики Юнузбека Евкурова. В основном работа в этом направлении проводится непосредственно с учащимися образовательных учреждений, которые наиболее подвержены воздействию экстремистов. Но в то же время организаторы встречи считают, что их родители также должны быть в курсе всей ситуации. Почему мы об этом говорим? Почему мы вам напоминаем? Не потому, что вы это не знаете, все вы грамотные люди, тем более медицина всегда была чуть-чуть выше в смысле интеллекта и так далее. Этому способствует ваша работа, ваше обучение. Но тем не менее, я думаю, что стоит лишний раз напомнить. Организаторы мероприятия считают, что молодежь в силу своего возраста наиболее уязвима для идеологов радикальных течений. И, конечно, именно молодые люди – самые активные пользователи интернета, лучшее оружие в руках вербовщиков. Но благодаря подобным встречам, прежде всего, с их родителями удастся добиться максимального результата в борьбе с терроризмом. В первую очередь, это, конечно, профилактическая работа. Проводим именно это, потому что, вы знаете, я вам пример такой приведу. Мы на встрече одной в школе, родители говорят, ну сколько раз мы можем собираемся, сколько мы проводим эти встречи, все равно какие-то события бывают. И второй родитель ему говорит, вы знаете, а если мы этого не проводили, наверное, и этого не было. Поэтому самое главное, как всегда мы говорим, отвечаем, это, конечно, профилактика. И я думаю, что это, конечно, дает положительный результат. Очередной пояс едет в Ингушетию. Ибрагим Цуров на вечере профессионального бокса в Баку нокаутировал Малика Мамадзада. 10-раундовому поединку в тот же день не суждено было продлиться до финального гонга. Цуров отправил соперника в нокаут в 7-м раунде. Это уже 6-я по счету победа в карьере ингушского бойца. Бой прошел точно так, как и предполагал сам спортсмен и его тренерский штаб. Очень важно было вначале заставить соперника выдохнуться и измотать его, а затем добить. Благодаря этой победе Ибрагим завоевал пояс чемпиона Азии в полутяжелом весе по версии WBC. Ансамбль «Сик» стал победителем фестиваля «Школьная весна Северного Кавказа». Межрегиональный фестиваль, конкурс, учредителем и организатором которого является Российский союз молодежи, прошел в городе-курорте Ессентуки. В нем приняли участие около 40 коллективов и более 600 сольных вокальных исполнителей Ставропольского края и республик СКФО. Фестиваль приурочили ко дню рождения Российского союза молодежи, который отмечается 31 мая, и Дню защиты детей. В рамках «Школьной весны» для участников организовали спортивные и интеллектуальные площадки, конкурсы и выставки. Ансамбль «Сик» представил на суд жюри праздничный танец и, набрав максимальное число баллов, стал лауреатом первой степени. Конкурс проходил при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО, местных властей и регионального отделения «Российское движение школьников». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.